10-й Всероссийский форум предпринимателей, работников сельской местности. Прошел, значит, он, я думаю, что все-таки на высоком организационном уровне, как всегда. Первый день мы встретились в Академии наук. Там выступил Василий Гаязович, рассказал о планах, о деятельности ВКТ. И потом нас распределили по группам строители. Что-то вот я попал в группу, где было, значит, духовное воспитание сельской местности. Нашу секцию вела, значит, Кадрия Раисовна. Она у нас руководитель группы Ак-Калфак. Там выступали люди, и везде, конечно, вот Василий Гаязович нам задал такой тон, как оставлять молодежь в селе. Вот мы над этим должны были задуматься. Как духовность молодежи нам поднимать, заинтересованность поднимать, и как их оставлять в сельской местности, чтобы они не уезжали, а были основой сельского хозяйства, предпринимательства на местах. Вот там выступило много людей у Кадрии Раисовны. Она, значит, рассказала про сохранение древних обычаев, про коз и мясе, про сабантуй. Вообще, конечно, сама организация Ак-Калфак, сама Кадрия Раисовна, это уникальное явление, оно настолько нужно, необходимо для воспитания молодежи, для привития вот этой духовности. Поэтому эта организация, вот Ак-Калфак, вот этот сам проект и введение его, с нашей точки зрения, это настолько он удачен, нужен и необходим. Много было выступающих, разные были мнения, например. Мы также выступили на этой встрече. Но поскольку наша методика, которую мы ведем 25 лет в Москве при штабе татар, она включает тренинг, внушение, сильная такая разъяснительная работа для привития любви, нужности, необходимости татарского языка. Мы целый вечер разговариваем с студентами на эту тему, и поэтому в наш адрес много критики. То, что нельзя оказывать такое давление, да, может быть. Я вам приведу один пример. Вот в Москве, если риэлтор, может быть, не очень удачный пример, если риэлтор прошел тренинг и подготовку, он квартиры продает в 2 раза больше, потому что он вам объясняет, что вы, придя к нему, должны только у него купить квартиру, и ее вы должны купить обязательно, и купить ее должны прямо сейчас. Ну, такой пример. Вот мы пытаемся молодежи объяснить, что не надо откладывать. Надо сегодня заниматься татарским языком. Надо вести работу с братьями, сестрами, племянниками, соседями, окружением, одногруппниками. Со всеми нужно разговаривать о сохранении татарского языка, культуры, о привитии любви, нужности, необходимости татарского языка. И чтобы была ответственность перед прошлыми поколениями, которые донесли до вас этот татарский язык. И как на вас он остановится, этот татарский язык. Вы должны обязательно передать его будущим поколениям. Вот такую тренингом с разъяснительным мы ведем работу. И вторая часть, она заключается в том, что через татарский язык мы пытаемся их настраивать на самосовершенствование во всем. И в культуре, и в быту, и в поведении, и в религии, и в учебе, и в работе. Он во всех отношениях, поскольку он татарин, мы хотим создать образ татарина, требовательность к татарину. Через это самосовершенствование он должен достичь больше в жизни. У него должна быть больше ответственность, у него он больше должен достигнуть в бизнесе, в политике, в личностном росте. И через это вот достигнув, он должен всегда думать о помощи татарской нации. Эту версию, нашу методику мы озвучили Кадрие Раисовне. Ну, она, конечно, не согласилась. Она считает, что все-таки основа сохранения татарского языка нужно проводить через
древние привычки, обычаи, разъяснительную также работу, но по фольклору и по изучению нашей истории. Вот. Здесь у нас мнения несколько разошлись, но в любом случае нам было очень полезно ее послушать. И все, что говорила Кадрия Раисовна, ее диски мы всегда, каждый раз привозим и берем к себе в работе с молодежью. Вот эти элементы Кадрии Раисовны. Это, конечно, вот это, они уникальны. Вот. Это была вот такая подгруппа. Второй день мы поехали в город Буинск. Буинск – это 45 тысяч населения. Надо отдать должное, что там живут очень много наций, очень много религий, да, там и, значит, и староверы есть, и католики в этом маленьком, казалось бы, населенном пункте, значит, в процентном соотношении там 40% татары, чуваши, русские, марийцы. И насколько все там дружно вот эти конфессии существуют, как и во всем Татарстане, настолько там трудолюбивый народ. И такого уникального театра, я не знаю, где еще есть даже в Москве. Раиль Идрисов показали нам постановку, но она просто, конечно, всех произвела серьезное впечатление. Они были неоднократно в Москве, вот мы их опять пригласили в Москву, к нам, значит, Буинский театр. Умаш, аша, tüpsüz ıştan gibi, şapay oynap şiyet avunda, Hevilerinin ekiyetlerin tınla, 11 malay üstü kalda, 11 malay üstü kalda, 11 malay üstü buzuşup, burun kanatçıp suğuşup, sıyıp talşı bugün at itip, Мәңгі ayrılmazqa ant itip, 11 malay üstü kalda. Ağaylardan kalgan bişmet ki, birge irdik avlak ilerge, jırılap yirdi buram yankıratıp, balamış indigen kilerge. Birbirimizde kızlar geleşip, birbirimizden azrak kimleşip, yirek sırımızda hat itip, мәңгі ayrılmazqa ant itip, 11 yigit üstü kalda, 11 yigit üsüp buyga jitti. Mıyık durlarımız karaydı, ağaylardan kalgan bişmetler de sıymay başladılar, taraydı. Katon kınasıp jirkege, biz kaydırmız deyip irtege, hıyal kanatların at iti, hatlar yazışırga ant iti, 11 yaşteş gitti kaldı. Birizden baralamını, yol savırga çıkkan yolçular, 11'imiz 11 yakka gitti, yollarımız gına onsunlar. Sırasakız bizim haklarda, 11'imiz 11 yaklarda, her kim huzurunda bitkiler, hatlar yazışırlar, biksiler, nerseydim indi tağında, 11 malay üstü kalda. Sağındırayken varsı da 11 malay üstü kalda. Также нам бросилось в глаза то, что, вот, например, мы были в огромном спортивном комплексе. Тренажерный зал полон молодежи. На улице ходит много людей. У людей светлые улыбки, ясные глаза, в лицах такое, значит, трудолюбие,
радость жизни, и молодежи мы много общались. Мы в сельской местности были в нескольких подсобных хозяйствах. Очень хорошие впечатления, хорошие люди. Такое вот осталось от буинской поездки нам. Мы там поменялись все визитками, поменялись, значит, адресами. Я думаю, что эта дружба и сотрудничество у нас продолжится. Вот. На третий день у нас было, значит, пленарное заседание с присутствием президента. Выступил Василий Гаязович. Василий Гаязович в своем выступлении также сделал акцент. Он начал свое выступление, Василий Гаязович, с поздравлением по Крыму. Потому что этот день совпал с событиями в Крыму. Кадерле кунаклар, безнең өчен бүген данлы көн. Крым тарихи туган җиренә әйләнеп кайтты. Республикабыз һәр вакытта да Крымга бакчасара яранна, анда яшәгән татарларга, Крым татарларына һәр вакытта да ярдәм итеп тора, торак булып тора. Шуңа күрә без инде аның белән горурланабыз. Потом он заострил каждого из нас внимание на том, также, как нам оставлять молодежь на селе. Обратился к вновь приезжих, потому что было много новых людей, обратился с пожеланиями. Данис Фанисович выступил с пожеланием: на начало августа будет у нас большой съезд ПКТ, чтобы было 20% молодежи. Все с нетерпением ждали выступления президента. Слова были такие: все нормально, все скоро устаканится, успокоится. Значит, мы в любом случае с президентом России, мы в любом случае субъект Федерации России, мы поддерживаем политику президента и России, и у нас у всех есть работа, мы все заняты, у нас есть жилье и уверенность в завтрашнем дне. Очень просто, доступно, но всем нужны были эти слова. Замана biraz буталшыграк вакыты, җиңел вакытлар түгел. Әлбәттә без үзебезнең илебез белән булырга тиеш, үзебезнең президентыбыз белән булырга тиеш, анда бер дә шик юк. Менә сезнең белән күрешкәч, бөтен ул авырлыклар ничектер югалып калды. Сез һәммәгез дә үрнәк, үзегезнең тормышыгызны үзегез барасыз, һәм безнең милләтебез өчен үрнәк булып, менә һәрбер чыгыш үзе бер китап язырга була моннан. Шуңа күрә шундый милләттәшләребез булганда, безнең милләтебез өчен, безнең динебез өчен без борчылмыйбыз. Мин барыгызга да чын күңелдән рәхмәтемне әйтәсем килә. Я думаю, что эти встречи, хотя и, наверное, хлопотные, они очень нужны. И все разъезжались с прекрасным рабочим настроением, засучив рукава, заниматься своей деятельностью и параллельно, конечно, помогать сохранению татарской нации и культуры на местах, откуда они приехали. Многие из предпринимателей, они также являются общественниками на местах. И, как сказал Рустем Нургалеевич, сегодня татарский язык, культура, фольклор, сохранение зависит во многом от тех энтузиастов, которые на местах работают.